Следующий мой вопрос, Владимир, о хаттах и хеттах. Хатты или хетты близки к абхазо-адыгским языкам. Откуда происходит сходство этих древних этнонимов и какой народ упоминает Библия под именем хеттов? Хеттов или все-таки хаттов? Вот вы сказали хеттов, но хетты так себя не называли. Дело в том, что хетты называли себя Несили по имени города Неж. И вот это «и» на конце – это множественное число. Оно свойственно как европейским языкам, так и Мгм. индийским. И в этом плане, конечно, хетты ближе к нам, имею в виду к славянам. Что касается абхазо-адыгов, то они ближе к хаттам. И именно. Вот этот этноним хатты передался хеттам, потому что хетты завоевали их территорию, но во многом это было мирным сосуществованием. Например, Ну, хотя часть они да, перебили, будь здоров. да. Но вот я что хочу сказать. Вот Хатуса это столица хетского государства. Мгм. Са, как вы понимаете, я вам объясню. Са, стан, страна, state – это европейские слова для обозначения места, Мгм. слово «стоять». И, значит, Хатуса означает место хаттов. Это точно? Да, Са – это страна, это точно. Мгм. Вот, поэтому, как бы, хотя они хоть и перебили часть, но сохранили название за Что местом. заставило их принять на себя имя хаттов? Они не принимали на себя имя хаттов. Их так упоминают просто по соседние народы. Себя они называли Нисили по имени городу Нэш. Мгм. Но так как их столица была в Хаттусе, то Мгм. их и называли хатты по-прежнему, что они пришли из города Хаттуса. Но они, кстати, принесли письменность, ну, вернее, у них была клинопись, которую они заимствовали у акадцев, но они принесли письмо в Анатолию и записали хатские слова, названия богов, в том числе Анцили, записали. Это вот благодаря хеттам они не уничтожали местную религию, не запрещали язык, а наоборот, даже, я бы сказал, внесли вклад. Я знаю, что Да. ты знакомился с данными хетского языка и хатского. Действительно ли этот язык схож с абхазо-адыгскими? Ну, хатский язык, как, конечно, еще до меня выделил ряд параллелей Ардземба и Иванов. Иванов это был известный хитолог в Советском Союзе. Это достаточно много параллелей, как говорят. И табуб – это спасибо по-абхазски. Это связано со словом айтар, бог. Как? Айтар, Айтар? да, бог скота. Я не согласен. Не Потому согласны, что да? итабуб этимологически переводится с абхазского языка на русский как «это табу». А Это то. таби – это все-таки, наверное, арабско-турецкое. Из турецкого Э, языка таби, табу пришло в абхазский язык. Но в хатском языке есть бог Тару, бог, Тару, да. бог, С ним связывают да, Айтара. да. С ним связывает Айтара, но еще, как записали хетты, как бы на имени Тару клялись и говорили Мгм. спасибо. Ну, это одна из версий, что спасибо восходит к слову Айтар. Ну, Чуть подробнее об истории формирования майкопской и куро-аракской культур. К предкам каких народов принадлежали эти культуры и каковы были территории их распространения? Майкопская культура пришла на Кавказ где-то 5000 лет назад с Анатолии. И дело в том, что не просто так, майкопцы были одними из первых, кто плавил бронзу, олово, мышьяк. Они же были в прошлом части убийской культуры и торговали шумером, с другими государствами этими металлами, и они шли на Кавказ именно в поисках этих металлов. Но что я хочу сказать, что майкопская культура охватила весь Кавказ.
вплоть до Чечни, Дагестана, значит, Восточной Грузии на какое-то время, как бы сделав весь Кавказ единым пространством. Именно к этому восходят как бы общие даже слова в разных языковых семьях. Например, если вы возьмете местоимение там, в чеченском языке со, сара, я, то есть, да, ну, правда, хо, ты, уара, но хо восходит к уо, а уара это корень будет уа. Ну, то есть, видите, да, как на первый взгляд не похоже, но если так глубже копнуть. А почему? Потому что была майкопская культура общая. Хотя я думаю, что восточные кавказцы и западные кавказцы изначально были родственны, в какой-то момент разошлись, а в составе майкопской культуры снова соединились. Ну, там достаточно много параллелей. А куро-аракская культура пришла на Кавказ, по-моему, 4000 лет тому назад. Вместе с ней сформировались картвельские народы. Вот, как я уже говорил, во многом картвельские языки восходят к северокавказским. Если открыть этимологический словарь, то там очень большой пласт общего. Но в чем они отличаются, и даже это для европейца очень понятно, просто уловить в произношении. Значит, согласных звуков в картвельских языках гораздо меньше, чем в северокавказских, как западных, так и восточных. Гораздо это все для европейца проще произносится. Это говорит о том, что в составе куро-аракской культуры пришел народ, который имел более звонкие звуки, меньшее количество согласных и больше, я бы сказал, стремился к полногласию. Вот они смешались, и возник уже современный картвельский народ. Ну, кстати, куро-аракская культура, это же не только Грузия, она охватила также потом Чечню, Дагестан. Это не стоит возводить один народ к одной культуре. Это гораздо шире. Потому что в составе одной культуры пришел другой народ. Но сама культура охватывает очень большой регион. А шли они сюда в поисках металлов. И вот, кстати, Колхида, как упоминали греки, это что за страна? Страна металлургов, где добывают разные металлы. Вот. Кстати, если мы говорим о греках, то греки не просто торговали с Кавказом, но также даже заимствовали, на мой взгляд, некоторые мифологические мотивы. Вот, например, в абхазской культуре есть такой миф об Абарскиле. Правильно я произношу? Абраскил, да. Абарскил, Нарт, который перерубил виноградную лозу, не поклонившись перед Богом, и за что был прикован к стене в пещере, и орел клевал его печень. Это прототип Прометея, но Прометей был позже, а Абраскил раньше. Не только в абхазской культуре есть это сказание, но также, если мы посмотрим на Восточный Кавказ, на нахские народы, у них есть герой по имени Пхармат, в нем такой же практически миф, и также на Южный Кавказ. И немного созвучно даже. Да. Абраскил, Пхармат. Барскил, Пхармат будет корень. И если на Южный Кавказ, грузинские амиране. Да, также есть миф. То есть, с моей точки зрения, это не кавказцы заимствовали у греков миф, потому что он слишком широко распространился на всем Кавказе, а это греки заимствовали миф у кавказцев. Кстати, даже в одном, по-моему, упоминании у греков так и говорится, что Прометей был прикован к горе Кавказа. Именно Кавказа. То есть это вот у Кавказа заимствовали древние греки. Не скрою, меня очень интересует история Грузии и грузинского народа. Между абхазами и грузинами существует вполне доказанное генетическое родство, от которого многие, правда, открещиваются. Например, большинство и тех, и других, примерно по 53-54% населения являются носителем гаплогруппы G2A2 и G2A1. Но при этом языки абхазов и грузин совершенно или почти разные.
Как ты мог бы ты это объяснить? В чем секрет, в чем таинственность и, возможно, сенсационность грузинской истории? Но, как я говорил, и абхазы-адыги, и грузины восходят к майкопской культуре. И это, Нет, несомненно, ты сказал, грузины восходят к ураракской. ураракская культура пришла позже и добавила туда слова. Но есть нечто общее между ними. Как я говорил, если мы откроем этимологический словарь картлийских языков, то там процентов 80 будет восходить к северокавказским языкам, будет иметь параллели. И когда не стоит думать, что все грузины происходят напрямую от того народа, который пришел с кураракской культуры. Это было смешение. В рамках майкопской культуры сформировалось очень многое, что сейчас, например, приведу параллели. Гуи – сердце по-абхазски, Да? гуи, гули – сердце по-грузински, Да. мра – солнце по-абхазски, и мзе – солнце по-грузински. Это на самом деле большие Ну, параллели. там больше параллели между Амза, Луна, и Мзе, Мзе – это солнце, Солнце. мтвара – луна, Да. мтвара по-грузински. Луна – мтвара. А, Мзе это солнце, да? Да, мзе – солнце. Мтвара – луна. И, допустим, ты – это место по-абхазски, ты. Эти по-грузински. Да. Это большие параллели. Еще добавлю земля Адгыл, по-абхазски Адгили. Это большие, конечно, об этом никто не хочет говорить, потому что политическая тема, на это все накладывается. Но на самом деле там грузины во многом восходят именно к северокавказским языкам. Если я, как говорю, уже этимологический словарь откроем, там будут большие параллели как с Западным, так и с Восточным Кавказом. Кураракская культура добавила туда даже не столько новых слов, новых корней, сколько изменила произношение, потому что мы можем сразу отделить произношение Южного Кавказа от Северного Кавказа по количеству согласных звуков. То есть кураракская культура, конечно, она и слова туда добавила новые, но она принесла с собой тот язык, который, скажем так, немного смягчил картвельские, сделал их даже проще для европейцев, добавил некоторые звонкости. Вот. В этом плане картвелов надо рассматривать как картвелов не только грузин, но и мигрелов, и сванов, как результат вот такого плавильного котла в рамках кураракской культуры между местными и пришедшими туда племенами. Ну, конечно, это политический вопрос, никто об этом не хочет говорить, по большому счету. Иногда пишут, что говорят, вот это абхазы-адыги пришли с севера, мы всегда жили здесь. Но на самом деле это даже есть понятие как генетического родства, понятие антропологического, по внешнему виду родства. Ну, вот такой политический вопрос, который накладывает, значит, отпечаток на это самое, на науку. Как ты относишься к ДНК-генеалогии? ДНК-генеалогия двояка. Ну, с одной стороны, это дает возможность узнать своих предков, конечно же, древних, да. С другой стороны, все народы смешанные. У нас у русских есть финно-угорские предки. Ну, это же прелесть, это же хорошо, что все народы перемешаны. Ну да, есть финно-угорские, есть тюркские, есть много чего. Некоторые люди, значит, которые занимаются ДНК-генеалогией, пытаются возвести себя, говорят, вот у нас 1000 лет назад было родство с известными династиями. Говорят, ну, понимаете, если вы приедете, допустим, к какой-то королевской семье, вас туда все равно не примут, и даже на основе ДНК-теста, даже если покажете. Поэтому не стоит слишком увлекаться, возводить себя к древним династиям, как кто-то любит по ДНК-генеалогии. Ну, кстати, по-моему, ДНК-генеалогия помогает выявить наследственные болезни в этом плане, по-моему. Конечно. В этом плане положительно я к ней отношусь. Что ты можешь сказать о хуррита-урартах и их связях с Кавказом?
Хурита, Урарта интересная тема. Дело в том, что откопали Урарту еще в 19 веке на территории Российской империи. То есть это вот та древняя цивилизация, которая была у нас, у россиян, еще на территории Армении, где-то возле озера Ван располагаются древние города. Потом, когда стали уточнять сведения, открыли также ряд хуритских государств, таких как Митании, Арабха, изучили также языки хуритский, урартский, сопоставили между собой. Они родственные, но не очень близки на самом деле. Обычно хурито-урартские языки, я, кстати, уже говорил, что они имеют большую связь с шумерским, но не как генетически, а как результат совместного проживания, также заимствования. Обычно хурито-урартские языки сравнивают с Восточным Кавказом. Вот, у нас был известный ученый Сергей Старостин, лингвист, вот, он разрабатывал эту большую теорию, но также скажу, что много общего у хурито-урартов и с Западным Кавказом. Вот, кстати, сама Урарту называется Биайни, земля Бира, где Ни, это земля, и Ны также земля по-абхазски. То есть я бы сказал, что хурито-урарты это как такой мост между Западным и Восточным Кавказом, еще до того, как кавказцы переселились на севере, некий такой реликт. Ну вот они исчезли, эти языки, 3000 лет тому назад, когда скифы пришли и стрелами пожгли там все это дело. Вот, но тема достаточно интересная, я говорю, для тех, кто живет в России, ведь можно сопоставить, у нас живут западные кавказцы, восточные кавказцы, это все сопоставить, это наша, понимаете, это же российская тема, в этом плане. Понятно. И в заключение нашей беседы я бы хотел бы спросить тебя, чтобы ты указал нашим зрителям, где искать твои работы. По-любому они, услышав 3 части, увидев 3 части нашей с тобой беседы, они по-любому начнут интересоваться твоими конкретными научными работами, где они опубликованы и где они будут публиковаться. Ну, в 2 источниках. Если в интернете, ищите на Boosty, это особая платформа спонсорства, которая позволит вам открыть работы. Я сейчас свои научные работы туда не выкладывал. Я выкладывал туда более короткие статьи, более простые темы, но я выложу и научные, в том числе, работы подробно, с описанием, думаю, уже на следующей неделе этим займусь. Ну, а если еще сразу хотите, посмотрите РИНЦ, это Российский индекс научного цитирования. Наберите Как это? Российский индекс научного цитирования. Понятно. Наберите там мою фамилию, имя, можете поискать. Ну и твое обращение, если хочешь, к нашим зрителям, жителям Абхазии, Кавказа, тебя будут видеть, слышать, слушать, как на Северном Кавказе, так и на Южном. Что бы ты хотел им Что бы сказать? я хотел сказать кавказцам? Любите друг друга. Делайте красоту. Вот как сказал Достоевский, красота спасет мир. Вот восстановите Гудаутский железнодорожный вокзал. Это абхазам. Это абхазам, да. А в целом кавказцам любите друг друга. Спасибо. Спасибо огромное за беседу. Я желаю тебе успехов в твоих научных изысканиях и удачи в жизни.